Два человека погибли в результате пожара в Якутске. Информация о возгорании частного деревянного двухквартирного дома по улице Билибина поступила в Главное управление МЧС по Якутии. На момент прибытия первого расчета через 8 минут горела одна квартира. Огнеборцы с места пожара эвакуировали двух человек. На месте обнаружены тела двоих погибших и один пострадавший. Их личности устанавливаются. В результате огнем повреждена квартира и кровля дома на площади 30 квадратных метров. Тушили огонь более 20 человек и 5 единиц техники. Сейчас выясняют причины пожара. Проведен осмотр, в ходе которого изъяты вещества и предметы, которые помогут установить причину возгорания. Уже установлено, что при пожаре пострадал еще один человек, который доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. В рамках процессуальной проверки следователи осуществляют комплекс первоначальных проверочных мероприятий. Для установления причины смерти погибших назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Инспекторы ДПС вернули угнанную машину в Якутске. Утром в дежурную часть обратился местный житель. В тот же день около 11 часов вечера схожий по описанию автомобиль был замечен инспекторами. На требования водитель не отреагировал и даже прибавил скорость. За ним было организовано преследование. После непродолжительной погони машина была блокирована. Как выяснилось, за рулем находился 17-летний подросток. Документов на автомобиль и водительского удостоверения он не имел. Кроме того, освидетельствование на состояние опьянения показало недопустимый к управлению результат. Автомобиль в технически исправном состоянии полицейские вернули законному владельцу. Теперь офицерам полиции предстоит узнать мотив совершенного преступления. Сообщается, что после проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские задержали подозреваемых в разбое в Якутске. Пострадавший пенсионер заявил, что у него силой отобрали банковскую карту. Материальный ущерб составил 140 тысяч рублей. Подозреваемыми оказались ранее судимые за кражи мужчины в возрасте 27 и 40 лет. Установлено, что потерпевший выпивал со случайными знакомыми, которых встретил на улице и решил пригласить домой. Во время застолья пенсионер похвастался им, что у него на карте лежит крупная сумма денег. Злоумышленники начали его избивать, отобрали карту и сбежали. Потерпевший обратился в больницу, где ему диагностировали перелом ребер. Со слов подозреваемых, все сбережения пенсионера они истратили за сутки. Мужчины сообщили полицейским, что на украденные деньги купили своим подругам золотые ювелирные изделия, сотовые телефоны и ноутбуки. За разбой им грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи завершили расследование уголовного дела о незаконной охоте в Момском районе Якутии. Следствие установило, что в конце августа этого года 56-летний обвиняемый, находясь в 178 километрах от села Хану, во время рыбалки на реке Индигирка, не имея лицензии на добычу зверей, незаконно произвел отстрел самца дикого лося. Злоумышленник вместе со своим знакомым оставил половину разделанной туши на месте происшествия, а половину загрузил в машину. По пути в село мужчины были задержаны инспекторами ГИБДД совместно с участковым. Пресс-служба МВД отмечает, что в ходе следствия обвиняемый возместил причиненный ущерб в размере 240 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Более полумиллиона рублей украли мошенники у жительницы Якутска. По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он уточнил, не меняла ли она привязанный к банковской карте номер телефона и не совершала ли перевод. Он посоветовал поменять лицевой счет и перевести все имеющиеся деньги в сберегательную ячейку, номер которой он продиктует. Потерпевшая сначала не поверила и прекратила разговор. Однако через некоторое время ей перезвонили снова. На этот раз ей позвонил якобы сотрудник спецслужбы и сказал, что ей нужно выполнять все указания специалиста службы безопасности банка. Он стал убеждать женщину и в качестве доказательства своих слов предложил женщине зайти на официальный сайт, чтобы убедиться в том, что номер, с которого он звонит, указан там. Тогда женщина поверила и выполнила все указания злоумышленников. Установила на телефон приложение, сообщила им пароли и коды своей банковской карты, а затем несколькими платежами перевела деньги на продиктованный ими счет. Следователи задержали мужчину, который подозревается в убийстве жены в Ленинградской области. По данным следствия, в одном из торговых комплексов города Всеволожска Ленинградской области мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем избил тупым предметом. По горячим следам следователи и сотрудники полиции задержали мужчину 1968 года рождения. В настоящее время он допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. Следственный комитет России сообщает, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Также назначены судебные экспертизы. Власти Филиппин объявили об эвакуации десятков тысяч жителей восточных прибрежных общин. К стране приближается тайфун Вамка.
Всего несколько недель прошло после того, как азиатское государство пострадало от самого сильного циклона в этом году. Метеорологи ожидают штормовой волны высотой почти в 3 метра. Скорость ветра составляет более 34 метров в секунду, и тайфун обрушится на центральный остров Лусон, а потом отправится в сторону Вьетнама. Там он окажется в воскресенье. Как говорят региональные власти, эвакуированных разместят в изоляторах, предназначенных для заразившихся коронавирусом. Эти помещения сейчас пустуют, в стране не хватает пациентов, чтобы их заполнить. Вамка стал уже 21-м тайфуном, ударившим по Филиппинам в этом году.